Давайте тогда сделаем так. Я, наверное, построю весь вот этот курс вокруг использования именно социальной сети для продвижения. То есть как бы начнем от самых базовых вещей, потом закончим уже почему-то уже в следующую субботу пойдем к чему-то более продвинутому. Вот. Сразу предупреждаю, будет куча цифр. Кто-то имеет что-то против цифр? Нет? Ладно. Зачем вообще конкретно, то есть продвигать социальные сети, ну, понятно, что на уровне здравого смысла, да? Так, вот в YouTube вы замечали когда-нибудь, какой самый популярный ролик в YouTube? Самый популярный ролик в YouTube. Нет, ну конкретно не знаете, что? Вообще не даете. Знаете такую эпатажную британскую исполнительницу шоу-менку Леди Гага? Так вот, 180 миллионов. Один из ее роликов. 180 миллионов точно нехорошо. Вот. С другой стороны, есть куча качественных материалов, например, куча качественных видеоматериалов, относящихся к продуктам, я не обязательно говорю к продуктам и так далее, но сделаны на хорошем уровне. Вот, например, они никогда не набирают больше 5-10 миллионов. Да? Если говорить про какие-то журналистские вещи, то социального типа ролики никогда не набирали больше 5 миллионов. Я могу по пальцам перечислить те, которые затрагивали важные темы, они априори гораздо менее популярны, чем... Вот компьютер есть, можете залазить на YouTube и параллельно осматривать. То есть я могу показывать, говорить, как вам удобно, просто сейчас проектор пока калибруют. То есть априори ролики, которые вроде как бы несут более важную информацию, они, как нам показалось, более важны, да, они менее популярны, чем, собственно, банальный фан. Да? Ну, можно далеко не идти, залезть в статистику поисковых самых популярных запросов Гугла. Кто умеет? Что? Как смотреть самые популярные запросы Google? Там что-то есть. Да ничего там нету, забивайте в сам Google самые популярные запросы 2011 года. И вам Google сам же даст вывод статистики. Не ищите сложного пути. Да, есть доступ к статистике, типа самые популярные тренды и так далее. Вот. Ну, на самом деле, забейте самые популярные запросы Google 2011-2010. Естественно, лучше это сделать по-английски, не по-русски, потому что русскоязычный интернет составляет очень маленький сегмент мирового информационного пространства. Вот. Но если вы хотите найти такую информацию, могу сразу сказать, если они, конечно, будучи вежливыми людьми, порнографию отбросили сразу, то есть они ее не считают как самые популярные запросы, а это и есть самый популярный тип запросов. Потом идут всякие концерты, развлекаловка, социальные сети и так далее. Вот. Есть такой сайт, называется alexa.com. Кто-нибудь знает? Нет. ALEXA. Можете записать. alexa.com. На нем... покажу. Да, вот этот сайт позволяет просто отсматривать статистику посещаловки, то есть относительную позицию популярности сайта в каждой стране. Ну, то есть, какой сайт является самым популярным в каждой стране, какой является менее популярным в какой-то стране. Да? Вот. Как правило, наверху идет Google, потом идет YouTube, потом идут социальные сети. Вот можно для Беларуси посмотреть, если хотите, что у нас самое популярное по массе. Вот видите, все страны. Google, ВКонтакте, снова Google, Mail.ru, YouTube, Яндекс, Тутбай, опять Яндекс, Facebook, онлайнер, Одноклассники. Ну, видите, значит, к чему я это все веду? Априори люди всегда приходят в интернет за тем, чтобы поразвлекаться. Это априори. Ну, вот. Еще такой небольшой Акавитой кто-нибудь пользуется? Акавита это вообще водка такая, белорусско-украинская, если что. Вот. Но кроме водки есть еще сайт, который оценивает рейтинг популярности, собственно, сайтов, которые это. Ну, это рейтинговая платформа, да? То есть есть разные системы статистики сайтов. Ну, вот если вы будете владеть там своим каким-то порталом или сайтом, вы явно захотите отсматриваться, зачем вам, ну, то есть кто ко мне ходит, откуда, сколько, почем, что смотрят, как часто возвращаются и так далее. Да? Это нормально, вы должны представлять, кто
представлять, что люди ищут, что им интересно на вашем сайте, интересен ли он вообще. Есть разные системы аналитики, есть самый популярный сейчас ставится счетчик от Google Analytics, вот он считается более-менее точным. На Авито многие нарекают, что он не учитывает посещение. То есть мне этот директор новин Белопан Липай говорил, что в тот момент, когда Авито показывала у них 50 тысяч уникальных посетителей в сутки, говорил, что у них уже было 70. То есть она может какую-то часть не учитывать. Но что она делает правильно? Она показывает правильную пропорцию. То есть, условно говоря, у Хартии может быть 140 тысяч, а Авито покажет 100, но тем не менее она четко покажет, что это самый популярный информационный сайт в Беларуси. Понимаете? То есть, пропорционально все правильно. В Беларуси сейчас в социальных сетях, в частности в Facebook, присутствуют только НГОшки и медиа, и все. Коммерческие организации только начинают это дело осваивать. Вот, то есть для тех, кто хочет это делать, есть огромный простор, тем более, что если сторонникам легкого пути, можно все копировать, например, с той же самой России. Но я не говорю, что можно копировать, я говорю, это для сторонников легкого пути. Естественно, есть какие-то правила. Вот у нас, как правило, и копируют с России. Понимаете, с другой стороны, Россия копирует и всего другого мира, то есть получается, мы получаем суррогатный продукт 3 раза. То есть они скопировали, а мы у них скопировали и так далее. Причина в том, что самое банальное, вот сколько из вас английского владеет? Причина в том, что в России все-таки гуманитарное образование лингвистическое поставлено гораздо лучше, чем у нас, по крайней мере, в Москве. Вот. И поэтому они могут оттуда брать, а мы даже из Польши информацию брать не можем, по большому счету. Хотя вот выборчик, по-моему, для журналистов это вообще идеальный кейс, как нужно вот раскручивать соцмедиа комьюнити, там, в Фейсбуке. Вот. Я это все буду показывать потом. Сейчас пока вот болтаем. Что-то я начинаю забегать. Хорошо, вот Facebook, контакт, что еще было очень популярно? Ну, я же вам Алексу показал, как можно смотреть популярные сайты. А? Ну да, популярные. Что еще популярно? Одноклассники. Еще? Вы можете конкретно открыть Алексу, вот эту, которую я показал в Беларуси, посмотреть. Здесь просто список соцсетей, которые наиболее популярны в стране. Ну, покрутить, посмотреть. То есть, да, Одноклассники, да, Facebook, да, Контакт. ЖЖ мы забыли. Лайв интернет здесь оказался. Действует самое банальное правило. Смотрите сюда. Обычный поиск контакта. Да? То есть, если вы не можете найти какую-либо цифру, но вы можете просто саму соцсеть ляпнуть. Я зашел туда, выбрал Беларусь, он мне вернул 3900 аккаунтов. Совершенно верно. Это делаем мы сразу половине. По теории групп у нас где-то половина здесь будет неактивна. Ну, условно говоря, это просто статистический такой раздел. То есть видите любую цифру, вот эта вот тема на тему того, почему количество участников уличной демонстрации в Беларуси милиции сразу половинится. Потому что они тоже считали очевидно теорию групп. Вот. На самом деле половина всегда неактивных, половина неактивных, часть из них фейковая, часть из них рекламная, часть из них такие-то, часть из них такие-то. Да? Вот. С половиной получили 2 миллиона. 2 миллиона вполне вписывается в этом называемом приблизительно такую же цифру. Вот, как и здесь. Вот. В Фейсбуке вы такую статистику не получите, там, конечно, нужно будет переходить к каким-то внешним сервисам. Раньше хорошую статистику давал вот этот портал Слушенбейкер, да, по Фейсбуку. Сейчас по Беларуси он резко глюкнет. То есть вот у него цифра затормозилась на 500 тысячах и все. И она больше не растет. То есть они по какой-то причине перестали считать посетителей из Беларуси. Я не знаю, по какой причине. Вот. Но, в принципе, иногда более-менее они публикуют эту информацию. Вот. Опять же, для того, если вы владеете английским, для вас открываются абсолютно широчайшие возможности в смысле поиска инфы, потому что вот это вот все, что вы хотите найти по социальным сетям, оно все доступно, только оно не переведено. Начиная со статистики, заканчивая какими-то секретными маркетингами и так далее. Вот. На русский переводится очень маленькая часть всего этого дела. Какие-то, конечно, базовые примеры приведены, но тем не менее. То есть этот портал, он не считает уже больше Facebook для Беларуси, опять же, почему, не знаю. Вот. Но, как правило, все социальные сети заинтересованы в том, чтобы публиковать количество своих посетителей. Это тоже такой сигнал, да? То есть мы растем, мы не растем. Только они прекращают публиковать статистику, это означает, что что-то не совсем хорошо.
Когда вы, это просто на будущее, да, если вы являетесь какой-то публичной фигурой, то есть вы перешли уровень личного аккаунта, вы основали свою компанию, вы основали свои медиа, и вот вы теперь там уже как главный редактор. То есть подумайте 10 раз, хотите ли вы становиться слишком публичным, потому что вы теряете, будете терять в данном случае какую-то определенную свою собственную свободу. Ну, до этого еще далеко, я так понимаю, но если это будет близко, то каждое слово будет срывать с языка и интерпретировать каким-то образом. Как лучше всего продвигаться? Ну, на самом деле, вот я показывал презентацию, но я уже по большому счету проговорил, часть себя проводил. То есть я уже показывал, в принципе, что в Фейсбуке сейчас, по сути, есть все, только белорусских в Фейсбуке никого нет, кроме НГО и СМИ, да. Я просто приводил по одному примеру из каждого сектора, что страница ООН в Фейсбуке, да, 120-130 тысяч, они ее не раскручивают. Это могу 100% сказать, 90, ну не 100, но 95% могу сказать, что они ее не раскручивали, потому что, скорее всего, они ограничились какими-то там базовыми вещами, то есть, чтобы ее подтолкнуть, запустить. Они просто вылезли за счет своего имени. Все-таки ООН, возможность прямой коммуникации и так далее. Появляется организация в Фейсбуке, если это известная организация, она сразу набирает огромное количество последователей. Почему? Да потому что имя. Потому что сразу создается ощущение, что с этой организацией можно близко пообщаться. Понимаете? Если это сайт, то тут как-то непонятно. Можно написать контакт, ответил? Может быть. Не ответил? Тоже неизвестно. Вот, а тут вы пишете в комментарии, все этот комментарий видят, и как бы организация уже должна ответить, потому что зачем ей это. Так, страница Еврорадио, то есть это все можно посмотреть лично, да, то есть как они ведут, это мы все потом посмотрим. Твиттер Ленты.ру, например, вот то, что я хотел показать в пример, у них есть два твиттера, есть один просто РУ-лента, который, адрес которого звучит как РУ-лента одним словом, второй это адрес Ленты.ру official, не видно. И вот именно вот этот второй адрес, это где-то процентов 60 просто трепа с посетителями и 40% новостей. Причем новостей, обработанных очень как-то вот с какими-то такими заголовками. Показать. Сами люди приходят в интернет не за новостями. Люди приходят в интернет потрындеть. Кроме той ситуации, когда пришел пушистый полярный зверек, особенно когда он склонен к полноте. Вот, ну, нельзя ошибаться. Вот, тогда они начинают читать новости, потому что лично затрагивает карман интерес. Да? Когда карман интерес ничего затрагивает, ну, например, сейчас, типа, все стабилизируется, зарплата в раз меньше, тем не менее, все стабилизируется, уже не падает. Да? Народ как-то начал уже отваливаться, доллар появился, вот совсем забыл еще подниматься. Народ уже начал отваливаться назад к своему обычному контенту. То есть новости остались на том же уровне, но они не так уже прирастают вот эту посещалок, понимаете? После взрыва очень сильно выросло посещалок новостных сайтов и вот этих вот всех социальных сетей. Проводите границу, всегда нужно проводить границу между там сильно стёбом, черным стёбом и каким-то таким вот неприличным стёбом. Но суть в том, что вот на этой ленте 30 тысяч посетителей, 30 тысяч только подписчиков. Посетителей там сайт с него приходит тоже очень много. Есть у них еще официальный твиттер, называется Лента.ру. Вот. На этом твиттере просто публикуются перепосты новостей. 2000 подписчиков, а тут 30. Разница, что называется, очевидна. Здесь просто они трендят. Вот написал ему кто-то на стенку, что это молчаливое сегодня, запил главредактор, они ему три ответа, причем тоже в стиле «что ты можешь сделать вместе с нашим главредактором». Понимаете? И к этому привыкли. Если раньше это считалось, да как это можно, это такая, ну, вы не приходите здесь к грани пристойности, сайт не выходите за рамки концепции продвижения этого сайта, да, то есть они же публикуют всякого разного там, типа информацию. И все нормально. Будет гораздо хуже, если бы какая-нибудь серьезная газета вроде, не знаю, какой-то серьезный ресурс вроде там, РИА, да, знаете, чем агентство новостей отличается от газет? Агентство новостей просто генерирует новости, вот и все. Оно не пишет эдиториал, оно не пишет оценочных статей, оно не делает аналитику. Вот у вас есть факт, оно положило факт, все, разбирайтесь с вашим фактом. Любое агентство новостей в любой стране является самым большим поставщиком новостей, поставщиком контента, в принципе. Да? Если РИА Новости начнет у себя на Твиттере массово на 60% поля публиковать информацию про, не знаю, светские новости, тогда можно уже будет напрячься. Или про котов. Да? Но если они будут там раз в сутки публиковать одного кота, какую-нибудь шутку, какой-нибудь мем, и при том будут нормально общаться с посетителями, там, подпуская шпильки, это тоже абсолютно нормально. Главное просто не
ну, скажем, не скатываться до границ вульгарности. Да? Но ни в коем случае не белорусский подход, аж так, что зубы нельзя было рассказывать. Ну, вот это ни в коем случае делать нельзя, потому что, ну как сказать, никто это ваше читать не будет. Опять же, да, вот «Свобода» хорошая новость, но написана очень академическим языком. Ну, новости идеально написаны, но академическим языком. Не идеально, но академическим языком. Опять же, повторю, но академическим языком. А вот Хартия пишет, когда там кто-то упал, споткнулся, он пишет, что 40 человек зверски избиты. Вы понимаете, кто вас читает. Вы должны понимать, вы хотите, вам пофиг на то, кто вас читает, вы просто хотите выкладывать информацию. Или вы хотите, чтобы вас читали, и вы гонитесь за цифрами. Или вот что-то среднее. Вы должны это понимать конкретно, понимаете? То есть хотите подстраиваться под читателя, идите путем комсомолки. Не хотите подстраиваться под читателя, пишите, как считаете нужным, но тогда ваш прирост аудитории будет медленнее. Нет, на самом деле куча аналитиков, пишущих в России, куча журналистов, пишущих серьезнейшие вещи, у них огромное количество читателей. Просто они их наработали не сразу. Посмотрите еще страницу Евразии тоже. Откройте. Потом можно взять что-нибудь более близкое вам, если вы хотите. Пока показывают свои любимые примеры. Солидарность. Есть такой метод. Выложите ерунду, и народ прочитает серьезные вещи. Да? Вот. Анекдоты так классно. Они выложили, они сделали правую колонку, вы знаете этот ресурс. Правая колонка, там светская хроника, да? То есть то, чем «Комсомольская правда» занимается практически перманентно. Причем они не гнушаются абсолютно на первую страницу, могут повесить каждый день модельки оголенные. Да, вот сюда могут повесить. Да, вот смотрите, не типично для сайта подарок Лукашенко от Мисс Грудь. Тут была такая тема, если кто следил за Николаевской кампанией, не буду углубляться. Суть в том, что от этого качество их статей не становится хуже. Это на самом деле газета профсоюзного плана, да, то есть она была создана органом профсоюза. Но у них, что самое классное, у них работает, у них очень много, ну не очень много, но когда они пишут свой контент, у них очень качественный контент. То есть, и сам по себе вот редактор Александр Старикевич, это один из старейших, в принципе, журналистов, которые пишет с 89-го года практически. Да? Но в какой-то момент, да, они поняли, что не привлекают эти новости. Ну вот не привлекают, хоть убей, да. Они открыли вот эту вот колонку, кто-то посоветовал. Тут на самом деле светская хроника, фотография девушка дня, топлес и так далее. И на самом деле народ пошел туда и начал читать вот это. А вы говорите, банк с котами не пойдет. Банк пойдет с котами, главное, чтобы перебора не было. Они же не повесили фотографию девушки топлес посередине главной страницы вот так вот, правильно? Они повесили, причем они берут это из других изданий, они как бы не порнографию вешают, светскую хронику. Они прекрасно понимают, что народ приходит на светскую хронику, они должны почитать, но они все равно прочитают и увидят, что здесь написано. Но все равно кликнут, особенно если наверху будут висеть экономические новости. В любом случае. Другой хороший пример, знаете сайт Прокопович? Ну вот я кручу, просто можете смотреть лайаут у себя на компьютере. Вот. А серьезные новости идут здесь, причем посещаловка вот этой части, она меньше посещаловки вот той части. То есть в конечном итоге все равно больше читают их целевую информацию. Вот. Прокопович, знаете ресурс? Кто менял? Сейчас я достану корочку от веба, да, кто менял? Ну я менял, и что? Прокопович. Вообще гениальная с точки зрения легкости вещь. Они создавались, да, как обменник, но не сразу была лента новостей. Как вы думаете, какую аудиторию они себе окрепили? Здесь сидели не предприниматели, не только предприниматели. Здесь, это ничем не уникально, здесь сидели люди, которые не сидели на Хартии, которые не сидели на Ниве. Здесь сидели люди, которые, собственно говоря, без определенного лица. Здесь сидели все, которые хотели купить доллары и параллельно читали новости. А новости, я, зная команду, которую создавает, ну, по крайней мере, ее часть, новости, и вот можно посмотреть, какие до сих пор всегда выкладывались одни и те же, про экономический кризис и про политику. Все. И получалось, что они захватили себе гениальную аудиторию. Точно так же, как солидарность. Солидарность собачила вот эту вот колонку и смогла притянуть внимание к прикольным новостям, основным новостям. А Прокопович за счет своей фичи вроде обменника, народ пришел, пока там то да сё, можно кофейку выпить и почитать новости, да, выпить чашку кофе и почитать газетку, как в фильме «Такси». И получается, что эти новости, которые в сущности были такие же, как и на новинах, на Хартии и так далее, их читали те люди, которые туда не ходили. Они захватили аполитичную аудиторию. Это вообще, по-моему, самый гениальный прорыв в медийном поле Беларуси. Они смогли хватануть тех, кто, в принципе, новости не читал.
социальную сеть вашего ресурса, вашей газеты, вашей организации, вы должны понимать, кого вы хотите привлечь, какими способами. Да? То есть однозначно это не способ просто публиковать новости. Во-первых, во-первых, смотрите, сайт сам по себе, информация нужная, важная и так далее. Почему посещаловка маленькая? Все же мечтают свалить из страны. Когда я говорю «все», я означаю «все», потому что когда я вчера сказал паре человек, что я вообще-то хотел бы жить где-то здесь в окрестности, они с удивлением спросили, что и в Беларуси тоже. Вот, поэтому, да, там у нас огромный миграционный потенциал. Вопрос, почему посещаловка такая маленькая? Ведь учеба самый хороший способ поехать. Вы можете забить и по-русски, вы можете забить учеба за границей, вы можете забить Минск, например, там, или... И вас все равно через какой-то сайт приведет туда, потому что специализированных таких сайтов, вот смотрите, есть вот эта вот стадия брода российская, есть юнистадия украинская, и вот, кстати, здесь есть еще какая-то вот этот вот портал. Ну да. И вот белорусские датации, да, они не делали SEO-оптимизации, да, в результатах поиска, даже если вы по-белорусски забиваете, кстати, для результатов поиска белорусский и русский сильно разницы не имеют. Если так, в топом говорить, когда делается SEO-продвижение, SEO-специалисту сразу говорится, что мы хотим, чтобы это находилось на 2 языках, 2 запроса он оценивает как один всегда. То есть нарушение за межой и учеба за границей будет оценен как один запрос. То есть, по сути, это не имеет большого значения, это просто зависит от того, как он пропишет метакод на самом сайте. Я к тому, что нет такой вещи, как специальная оптимизация под белорусский или под русский язык. Просто заказчик должен конкретно сказать, что я хочу, чтобы меня находили на 3 языках. Вот список тегов. Вот и все. И это не значит, что у вас автоматически тариф увеличится в 3 раза, потому что было там типа 10, а сейчас нужно по 30 слов. Да, нифига подобного. Это просто на самом сайте прописывается немножко другим образом метакод, вот и все. И больше никаких проблем. Вот. Опять же, потому не считается серьезной новостью. Это просто банально не нужно. Всегда можно пойти в компанию, которая может эту информацию вам за деньги собрать, хотя можно не платить, а можно самим как-то подумать. Нет, не делают. Точно по этой же причине не считаются серьезной новостью, пока не клюнет. Бывает, просматриваете всю вашу информацию с точки зрения, что его будут смотреть ленивый человек. Все, да. Да, 1% будет активным, но 99% будут ленивы. Это будет выглядеть примерно вот так. Ну, я не издеваюсь на самом деле, просто я столько людей видел, которые сидят в интернете. Ну, это выглядит так. Вот человек сидит, торопившись, я за это время успеваю 15 ссылок просмотреть, понимаете? Но конкретно человек всегда, большинство людей не знает, зачем они лезут в интернет. Это так. Ну, в троллейбусе время провести, на контакте залезли, потрындеть. Вот. Исходите из того, что человек ленив, в данном случае, и не человек ленив, человек, сидящий в интернете ленив. Пока у него что-то нету срочной потребности в этом смысле. Никакая ваша умная информация не захватит никого, если она будет слишком умной. На самом деле, самая популярная тема, кроме покачать фильмы с торрентов, кроме посидеть в социальных сетях, популярная тема, которая притягивает обсуждение, ну кроме всяких там фильмов на Кинопарк Бивай, например, или там, да, есть такой портал, вы, наверное, на российских сидите в основном, нет? Кинопарк Бивай — это белорусский кинопортал, то есть если я иду смотреть что-то в белорусских кинотеатрах, я туда лезу, там, кстати, много комментариев очень оставляется по ревьюшкам фильмов и так далее. Вот, то есть можно прикинуть вообще, о чем это будет, потому что, ну, на российские я принципиально не хожу. Смотрите, на самом деле машины. Любому человеку, ну, я не знаю, любому абсолютно как бы среднестатистическому гражданину, не знаю, вот, на самом деле девушки или нет, но не знаком с психологией в этом смысле. Я знаю, что большинство моих знакомых, коллег там, или так далее парней, у них при слове машины отключаются все центры мозга, кроме отвечающих за обсуждение типажа, типа скорости, за сколько она разгоняется до первого столба. Да, это же когда рукавицы бай присутнейшее, другое по месту было вот это вот. Да, по меркования у машинах это просто другая тема. Вы сядете к любому таксисту, все равно будут обсуждения, за какой, сколько она жрет, вот, что бензин подорожал, я уже заколебался иногда, когда нужно срочно приехать от вокзала на вокзал, ты едешь и садишься и сразу вот, ой, а бензин, знаю, 6900. И продолжается. Третья тема, потому что это, ну, типа, всех затрагивает. Почему? Третья тема — это мобильники. Это абсолютно понимабельно, да? Где купить тарифные планы и так далее, вот всяких этих мобильных операторов, там плюс 1000 минут, плюс 100 тысяч минут. Всегда удивлялся, зачем 10 тысяч минут. 10 тысяч минут — это вы должны в день разговаривать по 600 минут.
Вы должны видеть, нет, по 600. 500, 500. Математика ушла под 300. 300, 300, да, 300. Так это же 5 часов с копейками вы должны в день выговаривать на телефон, что реалистично. Вот. Четвертая популярная тема. Ну, знаете, на самом деле можно вот сейчас, опять же, спросить у Гугла, что тут бывает то же самое, что у них сейчас популярность. Да, гениально. Скидки, бонусы и так далее. Это по всему миру, у нас это пока еще не сильно, но уже поперло во все щели. Кавабанга. Это магазин. На тему скидок. Они сбрасывают, никто не слышал? Можете записать. Они сбрасывают иногда очень дешево технику. Кавабанга BY, по-моему, даже сайт есть такой. Можно... То есть я не знаю, какая их на самом деле коммерческая модель. И не моя специализация, в принципе, да, то есть коммерческая компания. Но суть в чем, что это очень эффективно занимающаяся компания, которая эффективно использует социальные сети. Каким образом? У нас сейчас все фанатеют вот по вот этим вот HTC-шкам. Да? Они, как правило, у них ценовой диапазон в Беларуси. У нас же никаких скидок, в принципе, как вы сами правильно заметили, нет. HTC, вот этот ценовой диапазон, там новый ценовой диапазон в Беларуси, это 950 и плюс. Вышел довести, развести, растаможить и так далее. Вот. Они пишут просто банально. Вот я удивлялся как, типа, хотите HTC, там, какой там был предыдущий, Sensation XE за $500. $500 аппарат стоит 800. То есть это как бы для тех, кто понимает, извините, Mac и HTC в стране очень много, и в принципе по этой аппаратуре фанатеют там всякие журналисты и так далее. Да, вот. Ну, для вас телефон, например, это просто звонилка. А для кого телефон это способ доступа в интернет, способ репортажей, способ ведения онлайн-трансляции, способ этого, тут iPhone с ним рядом не стоял по функционалу. Да? Вот они выбрасывают 500 первым, кто типа назначит в течение, там, знаете, есть такая вещь, называется аукционное понижение. Вот, короче, вы можете играть, и снизить цену еще там $50. Снизить цену можете еще $50 вот таким образом. И они этим пользуются. Я не знаю как. Они продают то, что на онлайнере, например, компании не продали, то есть им это отдают в качестве рекламы. Но суть в том, что здесь вы можете купить технику со скидкой, причем очень даже прилично, если успеете. Потому что, естественно, за каждый ноутбук, который стоит 30%, там 50% от рыночной стоимости, сразу выстраивается очередь. Вот. Вот таким вот образом, да, они это пользуют. Вот, но они пользуют, они, понятно, нацелены на ту аудиторию, которая вот, потребляет как бы, технологии, потребляет аппаратуру, эта аудитория априори уже будет сидеть на Фейсбуке, скорее всего. Понимаете, что если вы начнете продавать таким образом одежду, скорее всего, в Беларуси Facebook это не ваш клиент. И уже это есть, кстати. Что? ВКонтакте, Да. ну, уже кто-то сделал, чтобы... Ну да, ну не знаю, как можно правда обувь купить через интернет. Можно. Но мне вот из интернета адекватно. Ну вам повезло, потому что я как-то один раз заказал, и я в принципе забил на это, потому что с моими переломанными на баскетболе ногами очень сложно что-то подобрать. Вот. У меня просто еще размер такой посередине где-то между чего-то, и нужно очень... Ну не знаю, короче, это не в том суть. Да, вот, собственно говоря, вот Озбай, белорусский интернет-магазин, 529 читателей, можно опять, знаете, посидеть, поанализировать. Чего смотрите на проекты? Сидим, анализируем. Ну, пока я сижу, анализирую, ну вот просто для вас, да? Смотрите, что они пишут. Просто когда раскладываете что-то, какой-то вот изучаете какой-то кейс, всегда раскладываете, сколько у них там народу. 529, 30 общается, типа 529 понравилось, 2 человека обсуждают, то есть 2 человека ссылки перетянули за последний какой-то там период времени, да? Мало. Уже сигнальчик, что не очень эффективно используется. Во-первых, что они публикуют? Типа есть продажи то-то, большая распродажа книг, опять же, день рождения писателя, поздравляем с Новым годом. Ну, вообще, да, надо сказать, они пытаются выкладывать туда какую-то инфу, например, связанную со скидками. Другой вопрос, что пока, судя по всему, это народ не сильно берет. Вот все, что касается скидок на всякое техническое, это народ, как правило, берет. Опять же, почему? Потому что народ, я вот опять же говорю, после кошечек и развлекалок и фильмов идет тема машин, идет тема скидок. Все. И на этом этот весь благородный список можно, в принципе, закрыть. Еще ни в коем случае не выставлять все новости вечера после прихода с работы. В количестве 5 штук за полминуты. Это вот ни в коем случае нельзя делать, потому что действительно бесит. И почему вечером нельзя?
выставлять еще один такой момент, вы всегда должны выставлять тогда, там, когда ваша целевая аудитория сидит. Вы, кстати, пропускаете секцию по инфографике, я только собирался ее начать. Жалко, но... Вот, когда ваша целевая аудитория сидит в интернете максимум? Давайте. Когда? Нет, Вот еще у нас человек встретил. Как? Или 23 вечер. Ну хорошо, Пики. понятно. А вообще, в принципе, большинство, если не брать молодежь, когда ваша сидит, когда сидит, в принципе, большинство людей в интернете? Обратно. Скуда не бежать с молодь, когда нас куда не брать молодь, на смолу. Ну хорошо, молодь, да, молодь сидит тогда, когда трафик-то ниже, скажем так. Трафик-то ниже, это есть ночные пакеты, альбоины катаются в пусті там. Яны дасть, окей, сидите в другой половине дня, ну після 6. Але більше народу, коли сидите в интернете? Коли приходять на працю. Є перша 8, 12, 16. 8 тому 9, 12, 16. 9 тому, що це, знову таки, виники астрологічних питань, тим ліку той самий Геміус робив оцінку, і Новак робив. А вам не нужно соглашаться со мной, потому что эти цифры, которые давали социологические службы, они похожи на все. Тех, кто учит. Я сейчас говорю в общем. Я сейчас говорю в общем. Да. Те, кто учится, мы уже проговорили. 9, потому что народ приперся на работу, ему нужно пока еще раз кочегариться, что-то посмотреть. Это понятно. Это везде обычное поведение офисных работников и так далее. 12, потому что это перед обедом. 14, 16 конец рабочего дня. На самом деле это все таким образом объясняется. Если вы покопаетесь в интернете, опять же, покопайтесь сами, чисто принципиально не буду вам это показывать. Поищите, условно говоря, пики посещения посещения аудитории там, интернет-сайтов. Вот просто попытайтесь найти. Он действительно вот так выглядит. Самый большой пик 12 часов, вот, потом спадающий пик в 4 часа, и потом уже вечер. Потому что все-таки ваша аудитория это маленькая часть всей общей аудитории. Вот и все. Значит, второй момент, который вы еще не упомянули, использовать мультимедиа. Знаете почему? Использовать мультимедиа. Вы это упомянули, я помню, вы типа использовать ролик. Но под мультимедиа я еще имел в виду видео и инфографику, например, ту же самую. То есть, знаете, как вставлять карты, например. Вот если вы журналист, вы, например, вы же можете иллюстрировать события, вы можете иллюстрировать их картами и карты вставлять себе на сайт. Вот, значит, как организовывать онлайн-трансляцию в принципе? То есть это, мы сейчас говорим как за социальные сети, потому что это один из элементов того. Вы можете это и на сайт вставлять, как бы, это без проблем. Вы можете это вставлять и в соцсети. То есть я сейчас говорю это в рамках соцсети. Для этого вам нужен телефон. Теоретически вам нужно 3 вещи. Вам нужно откуда транслировать, вам нужно подключение к интернету, вам нужно куда транслировать. Подключение к интернету купить вы можете, то есть теоретически. Кто-то, естественно, за это должен платить. Видео жрет трафика очень много. Вот. Малое видео, немалое видео, трафика оно жрет много. Если рассчитывайте так, по минимуму в минуту 3 мегабайта, но это по минимуму. То есть, чтобы оно было каким-то читабельным, 3 мегабайта это по минимуму. Но я для чего говорю, потому что у нас до сих пор есть тарифы по 100 мегабайт. То есть, 30 секунд, допустим. То есть, на этом вы не организуете трансляцию, да? То есть, если там вы делаете это 1-2 раза, вам нужно пару гигабайт. Если это вы делаете там постоянно, вам нужен анлимит, по большому счету. Да? Вот. В Беларуси самый нормальный оператор с точки зрения мобильного интернета это МТС. Экспериментальным способом доведено. У них, в принципе, у них самая мощная опорная сеть. То есть они свои башни соединили оптоволоконными кабелями, в отличие от всех других, которые до сих пор передают по низкоскоростным магистралям. Ну, суть в том, что в Минске в центре МТС работает в час пик со скоростью до 2 мегабитов. В час пик. Вилком ложится до полумегабита. Лайв тоже под лайв. Каким образом показывать трансляцию? Ну, чтобы показывать Facebook, под Facebook есть такой плагин. Знаете, что такое плагины? Что такое плагины? Кто говорит? Сразу расшифровывает, что такое плагины. Нет, в смысле, кто сказал сразу не ожидаясь меня, расшифровывайте свое Кто сказал Так, расшифровывайте. Плагины программки дополнительные штуки. Ну как ты ставишь, запускаешь приложение какое-то. Да, так и есть. Значит, под Facebook есть такой плагин, называется LiveStream. Это да, это программа, то есть это программа, расширяющая функциональность вашего аккаунта. То есть штуковина такая, в принципе, логика
Логика такая, устанавливаете себе это приложение на страницу. Мы не будем сегодня с ним экспериментировать, не хочу засорять аккаунт. Мы сегодня с Quick поэкспериментируем, лучше это другая. Ставите приложение ставится в 2 тыка, то есть обычно нажимаете там типа кнопку «Поставить» или «Get Started» или что-то такое. Он Facebook вас запрашивает, а можно ли поставить, типа вы разрешаете вот так высокородно, да? Нажимаете Authenticate, то есть авторизовать, да, он авторизовывается. Теперь, по сути дела, с мобильного телефона вам нужно просто поставить, как правило, это делается так, ставится тоже приложение на мобильнике, или вы заходите на Facebook, ну, условно говоря, я не знаю, как в данном конкретном случае, да, обычно просто ставится такое же приложение на мобильном телефоне, и телефон должен позволять ставить, ну, поэтому, как правило, это должен быть телефон немножко поновее, да, вот, ну, скажем, не то, что поновее, под управлением какой-то операционной системы, то есть либо iPhone, либо Android, либо Windows Phone, под Windows Phone я не тестировал, да, я больше под Android это все тестировал. Вот. И все, и вы, собственно, в этом приложении, я сейчас покажу, как с Quick это делается. Вы в приложении это запускаете видео, начинаете транслировать, оно показывается просто у вас на странице, понимаете? То есть сделается все достаточно просто. Вариант 2. Кстати, но на самом деле есть еще один. Сейчас покажу. Есть такой сервис, называется Quick. Вот с ним мы сейчас это тестируем. Вообще, организовать видеотрансляцию можно как угодно. Вы можете создать свой сайт. Условно говоря, вы можете написать в плеер, можете взять, например, какой-то готовый продукт. Вот. Есть такой плеер, называется, если кто-то не пользуется, сильно рекомендую, называется VLC плеер. Он ест все. Я его рекомендую только из-за того, что он ест все, даже вот когда вы качаете видео в каком-то формате вроде матрешка или вроде МКВ, да, это формат матрешка назвали, потому что кто-то из английских разработчиков сильно восхитился этим названием. Вот именно, да? Но формат МКВ это просто очень высококачественный формат видео в высоком разрешении. То есть там, как правило, фильм один такой на 1,5 часа будет весить 7 гигабайт. 7-8, что-то такое, да? Вот. Обычный плеер МКВ не проигрывает. Вот. Ну, это актуально для тех, кто, например, не знаю, подключает свой компьютер как к ровному телевизору, смотрит с ровного экрана. Там, конечно, это критично. На этом экране это не имеет значения, вы не увидите разницы. 7 гигабайт или 1 вы разницы не увидите. Вот. Ну, VLC так и называется, но он всеяден. То, что не проиграет обычный медиаплеер, он проиграет. И вот эта штуковина, в нее можно организовывать, как бы, то есть берете из нее плагин, вставляете на страничку вашего сайта, можно организовывать в нее видеотрансляцию. Но это уже как бы более для продвинутых, скажем так, продвинутых, если хотите использовать какие-то готовые вещи. Не буду углубляться. Я к тому, что просто есть куча возможностей организовывать видеотрансляцию. Самый простой. Есть пока что такая социальная сеть, называется Quick. Ну, она вообще-то Kik, Q-I-K. Все насладились внешним видом первой страницы сайта. Логика такая же самая. Заводите вначале свой аккаунт, здесь, на этой страничке. Ставите на телефон приложение. И вся трансляция будет идти в ваш аккаунт. Есть еще такая штука, называется BombUser. То есть, наверное, тоже уже кто-то знает. Ну вот, та же самая логика. То есть здесь можно, опять же, зарегистрироваться, ставите потом приложение, и понеслось тема и понеслось вперед. То есть логика абсолютно та же самая. Ставите приложение на... Ну, где вот это вот... Ну да, есть. Сейчас сразу все поставим. Где это можно использовать? Опять же, ну, можно использовать для создания каких-то живых трансляций. Да? Ну, то есть это актуально для тех, кто, в принципе, снимает какие-то ивенты. Вот. Но тут, конечно, нужно позаботиться, чтобы интернет был нормальный. И, ну, в принципе, вот эта вот съемка, она для таких вот, не знаю, качественных каких-то съемок. То есть, условно говоря, если вы хотите снять концерт, чтобы выложить потом съемку качественного интернета, она не годится. Это все-таки для съемок таких того, что отбывается прямо и сейчас, у вас нет профессионального оборудования и так далее. Вот. Но что-то зафиксировать, какие-то такие прикольные вещи, в принципе, можно. Вот это инфографика, например. Да. Ну, понимаете, это какие-то... На самом деле мы сводим понятие инфографика к чему-то вот обычно, что используются карты, какая-то... Вот это, вот к чему мы сводим понятие инфографика. Визуализация? Да, визуализация, но... Вот это инфографика.
Мы почему-то сводим к этому. На самом деле это все. Это все, что доставляет как бы информацию, все, что превращает цифры в какую-то конкретную картинку. Да? Сделанный на движке у Шахиди, это Elect by Org. Он использовался на выборе 2010 года и будет использоваться на выборе 2012. То есть у Шахиди это, по сути, движок, который можно установить быстро на любой сайт и настроить. То есть, допустим, вы хотите собирать информацию массово о разных типах там, каких-то происхождения, чего-то, да? В данном случае они собирают информацию о разных кризисных проявлениях. Да? Дефицит, рабочая миграция, вот случаи вот эти вот. То есть человек отправляет смс, отправляет твиттер, пост, отправляет имейл на определенный адрес, или твит делает с хэштегом /tweetby, и после проверки модератором эта штуковина появляется вот там вот на карте. Да? То есть если я сейчас выберу, например, в случае какие-то давления, видите, что-то у нас пока не слишком здесь много народ занес этой категории протесты. То есть вот какие-то такие. Если я сейчас начну наводить на каждый из них, он выдаст там больше информации, и можно будет смотреть то, что закинул. Почему инфографика? Потому что чем больше сообщений из региона, тем больше оно растягивается. А поскольку сайт сам по себе посвящен кризисным проявлениям, то сразу вот дайте типа, сайт кризиса, да, и вам кажется, что чем больше крутим, там больше опа. Да? Хотя если вдуматься, то на самом деле чем больше круг, тем больше просто людей присылаем. Как правило, если народ активный, то всегда страницы будет больше всего. Вот. Когда мы зайдем на maps.google.com, я уже залогинен, то одразу видать, что в принципе Maps открывается с моего аккаунта. Так, не рандомно открывается, но мы маем один логин на всю эту коллекцию. Так, тобто вам не треба там 10 разів логінитися, коли ви маєте доступ до календаря Google, ви логінитесь увесь час під своїм логіном до Gmail. Да? Ну, як користатися з мапою, ви, я думаю, ведаєте.